Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. Рад снова встрече с вами. Это программа «Бергаляп Ираник», в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними знакомиться. Сегодня у нас в гостях семья Овчинниковых, Ангелина и ее мама Оксана. Здравствуйте. А также семья Ярулиных, Эдуард вместе с мамой Ульяной. Здравствуйте. Давайте знакомиться с нашими героями поближе. Про нее часто можно услышать непоседа. Просто Ангелина очень активный и любознательный человек. А еще она очень общительная и добрая, обожает музыку и природу. Уже второй год Ангелина учится в школе рока The Road, играет на клавишах и поет в детской рок-группе «Пауки». Параллельно занимается классическим танцем в школе балета. Кроме этого, она любит своих домашних питомцев, чихуахуа и черепаху, сама ухаживает за растениями и мечтает стать химиком-ботаником. Ангелина, откуда такое увлечение и любовь к ботанике? Ну, я люблю создавать всякие цветы. Создавать? Да. Так. А как происходит процесс создания цветов? Ну, я их рисую и потом представляю, как они будут. А сколько цветов ты уже нарисовала? Ну, несколько. Несколько это сколько? 2? 5? 3. А, 3? Да, 3. Это уже хорошо. Да. А скажи, пожалуйста, а как так удается совмещать учебу в школе рока, где ты такая вся прям оторва-оторва, и классический танец в школе балета? Ну, я сама не понимаю. Давайте спросим у мамы. Оксана, как удается совмещать две несовместимые вещи – рок и балет? Ну, вот нам этот вопрос очень часто задают, но немножко по-другому. Вот ни у кого не возникает вопроса, почему Ангелина роком занимается, потому что она по темпераменту очень, подходит, наверное, под это направление. А вот про балет всегда спрашивают, как же она балету, как же она может заниматься балетом? Ведь балерины такие спокойные. Ну, как так получилось, наверное. Мы сначала, кстати, балетом начали заниматься, потом уже музыка потом не подключилась. проснулась рокерская жилка. Нет, это всегда была, просто потом мы узнали про школу, вот про эту музыкальную. И сначала попробовали клавиши, какие-то начальные вещи, потому что там есть курс для самых маленьких. Когда мы пришли, Ангелине было, по-моему, 4 года. Вот. Это был курс для самых маленьких и клавиши. И потом только уже прибавился вокал и рок-группа через год. Вот. Ну, а как вы думаете, кем она станет? Балериной или все же солисткой в рок-группе? Сложно загадать, я не думаю, что... Либо химиком-ботаником. Вот я скорее думаю, может быть, что-то свое она придумает. А, и то, то есть она сказала, и то будет совмещать. А получится, Ангелина, все совмещать? Наверное. Наверное, да. Все покажет обязательно время. Посмотрим, увидим и надеемся видеть тебя во всех сферах сразу. Удачи тебе в сегодняшней игре. Огромное спасибо, что ты вместе с мамой сегодня пришла. И знакомимся с еще одним героем нашей программы. Эдуард мечтает конструировать роботов и изобретать, внимание, космолет. Любит музыку, поет и играет на электрогитаре, бас-гитаре, барабанах, фортепиано. Участник детской рок-группы «Урмяк-Кущ». Также учится в школе рока The Road. Очень любит книгу «Малыш и Карлсон». Дипломант и лауреат городских, региональных и международных конкурсов. Увлекается видеосъемкой, делает репортажи на мамин телефон. Изучает музыкальные программы и пробует импровизировать и сочинять музыку. Откуда у тебя столько увлечений? Я просто играю на гитаре, и у меня все что-то просыпается, и хочу сочинять. А сколько мелодий уже сочинил? 2 пока. 2 пока? Но они какие? Лирические или наоборот веселые, задорные? Ну, быстрые или медленные? Быстро. Быстрые. А какие репортажи на мамин телефон снимаешь? Расскажи. Что снимаешь на мамин телефон? О нашей семье. А профессия у тебя какая будет? Пожарным. Пожарный. Так. Ульяна, откуда такая любовь к такой важной профессии? Ну, наверное, началось все с конструктора. Любимый конструктор – это пожарная станция с пожарными машинами. Но, видимо, это вот в воображении представляется уже как, что он сам во всем этом участвует, залезает на вышку, тушит дом. Ну, вы вообще за эту профессию? Потому что мало того, что это очень важная и нужная профессия, но ты же рискуешь своей жизнью ради спасения других. Но это зависит от характера, еще много лет впереди.
Я думаю, что человек всегда делает сам свой выбор. И если будет такой выбор, что ж, значит, он к этому готов. Мыслите в правильном направлении. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами, и удачи в сегодняшней игре. Напомню, что сегодня у нас в гостях участники школы рока The Road. Давайте посмотрим небольшой видеофрагмент. Внимание на экран. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал. И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше несколько раз. Здесь стоит поаплодировать. Это было прекрасное выступление, несмотря на свой юный возраст. Самые настоящие рокеры сидят в нашей студии. Мы с ними познакомились. Давайте начинать сегодняшнюю программу. Будем сегодня говорить о воде. В эфире первый тур программы «Бергаляп Иряник». Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных вещах, предметах и явлениях, связанных с водой. Ваша задача, уважаемая команда, очень простая – отгадать, о чем идет речь. Вопросы задаем поочередно. За каждый правильный ответ получаем 1 балл. Я надеюсь, что все ответы будут правильными. С кого начнем? Давайте с вас. Ангелина, готова? Да. Внимательно смотрим на экран. Это большой водопровод, водоем. Там плавают рыбы и раки иногда. Еще там есть на дне ракушки, моллюски, осьминоги и крабы могут быть на суше. Медузы, киты, дельфинчики. Там можно заняться дайвингом. Там можно на катере, на подводных лодках кататься. Так, Ангелина, Море. уверена? Да. То есть в море есть медузы, Да. можно на катере кататься, дайвингом заниматься. Уверена? Точно. Так погрустнела сразу Ангелина, когда я спросил, уверена она или нет. Это правильный ответ, я тебя поздравляю. Молодец, море по-татарски бингес. Итак, продолжаем наш первый тур. Эдуард, готов? Смотрим внимательно, вопрос для тебя. Это тоже маленький водоем. Там есть тоже рыбы. Там еще люди могут тоже плавать. Оно круглое, там растут камыши, и иногда можно купаться. Они там играют, они там могут отдохнуть, загорать. И еще там люди берут там для рыбок в аквариум воду. Так, Эдуард, как ты думаешь, что это? Озеро. Озеро. Я принимаю этот вариант ответа, и он совершенно правильный. Это озеро. Куля, 1 балл в твою пользу. Молодец. Итак, Ангелина, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим и отгадываем. Она кривая, она выходит из-под земли. Это вода, которая может быть в лесу, в горах. Это маленький водоем. Там тоже рыбки плавают. Там купаются люди и могут ловить рыб. Эта вода вот так течет. Она течет далеко-далеко. Так, Ангелина, что за вода течет далеко-далеко? Ручей. Или река. Или, ну, не знаю. Ну, вот это вот, как его там. Водопад? Да. Так, давай выберем один вариант ответа. Ну, давайте... Мама была близка к истине. Река, ладно. Ладно, мама сказала, я с ней соглашусь. И совершенно правильно делаешь. Это правильный ответ. Молодец, это река. Река по-татарски елга. Выучили с вами и Елга. это слово. Елга, да, очень просто. Эдуард, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим на экран. Его встречают часто в деревнях. Она течет, как речка, после дождей. Вода выходит из-под земли. Она холодная и очень вкусная.
там течет вода, оттуда можно набирать воду в канистры. Где берут воду пить, чтобы был вкусный чай и суп? Где же берут воду пить, чтобы был вкусный чай и суп? Эдуард? Ручей. Да, или источник. Ну, я думаю, что из ручья вряд ли берут воду, чтобы пить. Источник. Источник. А где самая кристально чистая вода? Родник. Родник. Молодец. Это правильно. Родник, по-татарски шишме. На очереди 5-й вопрос первого тура. Его мы по традиции играем вместе с игрушками. Возьмите, пожалуйста, Ангелина, себе ананас, Эдуард, себе яблоко. Да, именно вот так они... Дождалась. Наконец-то я дождалась. Да, самый любимый момент нашей программы – это игра 5-го вопроса. Итак, мы продолжаем. 5-й вопрос для наших участников прозвучит прямо сейчас. Внимание команды. Смотрим на экран. Журчит, и там растет трава. Он есть на полянах, в лесах. Иногда можно пускать кораблики. Это тоже маленький водоем. Там нету рыбок. Про него стихи иногда бывают. Весной можно увидеть. Там часто ночью лягушки квакают. Итак, о чем же говорили наши дети? Ангелина была первой. Ручей. Точно. Да. Мама согласна? Да. Ну и болото. Так, интересно. Ручей или болото? Лужа, наверное. Лужа, так, хорошо. А твой окончательный какой вариант? Ручей. Ручей, ладно. Опять, ладно. Ручей. Мама сказала, надо согласиться. Это ручей. Правильный ответ, молодец. Ручей по-татарски горловик. Горновик. Горловик, молодец. Мы завершаем вот так позитивно, оптимистично первый тур нашей программы. Впереди пока Ангелина и Оксана. Эдуард, Ульян, не расстраивайтесь. Еще 2 тура впереди. Есть шанс оторваться. Оставайтесь с нами. Это программа «Бергаляп Ирианик». Давайте вспомним слова, которые мы сегодня вместе с вами выучили. Итак, Эдуард, как будет по-татарски море? Дингес. Дингес, верно. Ангелина, тебе слово «река». Елга. Елга, умница. Эдуард, переведи, пожалуйста, слово «родник». Чешме. Шишмя, именно так. Ангелина, тебе слово «ручей». Горловик. Горловик, хорошо. Эдуард, тебе досталось слово «озеро». Кунь. Куль, именно так. Мы продолжаем нашу программу. В эфире 2-й тур. Во 2-м туре мы приготовили для наших команд по традиции картинки. На экране вы увидите 9 картинок. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд времени. Как только время выйдет, мы закроем картинки цифрами. Я буду спрашивать, где какая картинка находится. Готовы? 15 секунд, время пошло. Смотрим, запоминаем. Итак, время вышло. Эдуард, начнем с тебя. Как ты думаешь, под каким номером находится море, Дингес? Под 5-м. Номер 5. Верен? Да. А можешь вспомнить, какое море было там изображено? Голубое. Голубое море. Давайте открывать цифру номер 5 и узнаем, правильный ли это ответ. Это правильный ответ. Черное море было изображено там. Но ничего страшного, это правильный ответ. 1 балл тебе. Итак, Ангелина, тебе нужно сказать, под каким номером находится река Елга. 2-й. Точно? Да. На сколько процентов уверена? На 100. А на 200? На миллиард. На миллиард процентов. Давайте открывать цифру номер 2 и проверять. Там находится река. Молодец, это правильный ответ. Итак, Эдуард, Ульяна, под каким номером находится родник Шишме? Видите, помнишь? Под 7. 7? 7. 7. Там Ангелина что-то подсказывает? Не подсказывай. 7. Она то ли пытается спутать, то ли пытается направить на правильный ответ. Итак, ответ номер 7. 7. Давайте проверять, действительно ли там находится родник Шишме. Молодец! Это правильный ответ, умница. Как? Оно же было под 6.
Не знаю, что было по цифре 6. Родник был по цифре 7. Ангелина на самом деле хотела спутать Эдуарда и заработать себе 1 балл. Ангелина, вот сейчас будет вопрос тебе. Где находится ручей Герлевек? Ручей? Да. 9. Цифра 9. Бесконечность. Процентов. Сколько? Бесконечность. Бесконечно процентов, уверена, Точно. Ангелина? Вот точно. Вот прям точно? Я прям запомнила. Да? Да. Так, сильно расстроишься, если это будет неправильный ответ? Я уверена. Она уверена. Давайте открывать ячейку номер 9. 9 и проверять, что там находится. Там ручей. Молодец. Умница. Итак, остался последний вопрос 2-го тура. Берите, пожалуйста, игрушки в руки. То, что ты так любишь, Ангелина. Обожаю. Как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и первым будет отвечать. Эдуард готов? Ангелина готова? Да. Внимание, вопрос. Где находится озеро? Эдуард был быстрее. 1. По цифре 1, думает Эдуард. Давайте узнаем. Открываем цифру 1. Там находится озеро. Куль. Молодец. Умница. Давайте, вот Ангелина все пыталась открыть цифру 6. Давайте откроем цифру 6, посмотрим, что там находилось. Итак, по цифре 6 у нас находилось тоже озеро. Озеро. Куль, не родник. Но тем не менее, вы молодцы. После 2-го тура у нас ничья, и все решит 3-й тур программы «Бергаля Пиряник». Мы продолжаем программу «Бергаля Пиряник». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Море, дингес, река, елга, родник, шишме, ручей, герлевик, озеро, куль. В 3-м туре мы приготовили для наших команд ребусы. На экране будут появляться 3 картинки, которые как-то связаны с одним словом, из тех, которые мы сегодня выучили. Ваша задача не просто назвать это самое слово, но и объяснить, как каждая картинка связана с вашим ответом. Понятно задание? С кого начнем? Ангелина, готова? Первый ребус для тебя, смотрим. Море. Сразу? Так быстро? Да. Точно. Хорошо. Почему? Объясняй. Ну, потому что на море жарко, там есть много песка, и там живут всякие ракушки. Живут всякие ракушки. Строят дома есть. и живут ракушки. Я принимаю этот вариант ответа? Да. Правильный ответ. Ты молодец. Это море Дингес. Мы действительно на пляже у моря играем в песочницу. Там есть ракушки. И, конечно, носить панамку на море обязательно нужно, потому что солнце печет. Эдуард, следующий ребус для тебя. Смотрим внимательно и разгадываем. Снег, Снег, солнце, солнце, пароход. кораблик. Не пароход, кораблик. Пароход же большой, а это маленький кораблик. Давай сейчас поймем, какое слово здесь загадано. Попробуем угадать. Наверное, ручей. Мальчики запускали кораблик, помнишь? Да. Ручей. Ручей. Хорошо. Как слово «ручей» связано с 3 картинками? После зимы идет весна, Ага. и весной всегда солнце есть. Так. Снег тает. И снег тает, И появляется ручей. ручей. Хорошо. Кораблик как связан с... Кораблик как связан С с ручейком. ручьем? Он плывет на нем. Это правильный ответ. Молодец. Это ручей Герлевек. Наша игра подошла к концу, наша программа подходит к концу. Пора подводить ее итоги. Сегодня в нашей игре побеждает дружба. Вы большие молодцы. И, конечно, каждому из вас мы вручаем подарки от программы «Бергаля Пиряник» и детского телеканала на татарском языке «Шаян ТВ». Я надеюсь, что все, что там находится, останется в памяти у вас о нашей теплой встрече. Вы будете вновь и вновь вспоминать нашу программу, те слова, которые мы сегодня выучили. Мамы, давайте поаплодируем нашим детям, они большие молодцы. Ну а наша программа подходит к концу. Теллерне ирянигес туган телне бер хошанда. На сегодня все. Келесі шырашуларға қадар сау болыңыз. Пока-пока. Шоу.